Саумысыз. Сәнмісіз? Бик матурсыз. Исемегез ничек була? Минем исемем Мәрьям. Мәрьям. Менә без бүген җыелыштык бөтенебез ифтарда, татар штабында, һәм безгә әйттеләр, сез оештыручы кешеләрнең берсе. Во-первых, большая вам благодарность. Такой замечательный стол накрыли, такого замечательного хазрата позвали, столько правильных, нужных слов он сказал. Такая замечательная сегодня атмосфера. Вообще. Как вы вообще к этому пришли? Как вы сумели собраться все? Расскажите, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что мне вот Аллах подвел как бы к этой ситуации, что нужно сделать этот ифтар, потому что я встретила одну из девушек, которая вообще наш чат создавала там вот эту основную энергию, которая там была, и верила в то, что у нас там все получится. Это Гелия, вот. И она мне встретилась на ифтаре в одной из организаций. Мы сели вместе, и она мне вот невзначай об этом рассказала. И я, как человек, который любит подкидываться на такие, как бы, на объединение людей, почему-то для меня это какая-то очень значимая часть моей жизни, устраивать такие мероприятия, чтобы люди просто чувствовали энергию друг друга в наше непростое время. Все вокруг давит. Классно найти своих и вместе с ними чувствовать себя комфортно, хорошо и приятно. И Гелия мне сказала об этом. Я сказала, я хочу. Я хочу быть среди организаторов. И таким образом. Я считаю, что просто были какие-то знаки, были какие-то ситуации, и просто я на них откликнулась. И произошло то, что произошло. Вообще мог по-разному же, да, ифтар этот пройти, мы никогда не знаем, что нас ждет. И я дуа читала, просила у Аллаха, чтобы этот ифтар прошел очень хорошо, потому что я его очень ждала. И я думала, что это так здорово будет, если он пройдет так хорошо. Я не ожидала, что он пройдет настолько хорошо. Он просто превзошел мои ожидания. Худайга, просто биг зур рахмат за то, что он услышал меня. Аллах Тааля булышкан. Булышкан вообще по полной программе. Вообще. Спасибо вам большое за ваши старания, за ваш такой большой вклад еще в такой священный месяц Рамазан, да. Это пускай будет зур хайыр болсын, зур изгелек китерсен. Амин болсын. Амин шулай болсын. Вообще вечер, на протяжении всего вечера вы познакомились, может, с кем-то? Чем занимались на ифтаре? Я слушала хазрята, очень было интересно, и что, мне кажется, что очень важно, когда ты слушаешь проповедь, это когда у тебя возникает, как, знаете, как грибница разрастается, и когда хазрят отвечает на твои вопросы, у тебя дальше следующие вопросы возникают, и еще, и их не становится меньше. Я считаю, что это результат потрясающей проповеди, когда ты дальше куда-то за один вечер можешь углубиться так, как у тебя нет возможности, например, сделать это в обычной жизни, когда у тебя нету какого-то, того, кто тебя ведет, да, когда ты самостоятельно учишь информацию, изучаешь. Мне очень понравилась проповедь. Я бы даже сказала, в какие-то моменты она перерастала в дискуссию, что я считаю очень хороший показатель. У каждого было свое мнение на то, какое место должна занимать женщина, какой мужчина, в какое время, в каком возрасте надо выходить замуж. И в такие моменты мы тоже углублялись, и это тоже было очень интересно и классно. Сіз уразаны тұтасызмы өзіңіз? Мен тұтам уразаны, прям с самого начала. Бірінші елмі, я гел тұтып барасызмы һәр бір ел? Мен икенче ел тутам. Былтыр мен тоттом не прям весь период. Последние 2 недели получилось так. Просто, честно говоря, я только нахожусь на своем пути познания религии. У меня очень верующая семья. Минамети иде хаджда.
Вот, Минамити Наиль Хаджи. Вот, но вот в чем моя мудрость моих родителей заключается, я считаю, что они никогда как бы вот Не давили. никогда не оказывали на меня давление, и так получилось, что в сознательном возрасте я как бы сама логично к этому пришла, и у меня очень много вокруг меня русских, конечно же, людей, и когда я с ними делюсь своими впечатлениями о Рамадане, я стараюсь вообще как бы рассказывать про нашу религию, вот так вот как-то невзначай, там, коллегам, друзьям, там вот как бы, ну, тоже какой-то, ну, считаю, что это такая, ну, наша цель и миссия, чуть-чуть как-то просвещать людей, что-то интересное рассказать. И очень многие мне говорят, вот жалко, что у меня нету такой вот духовной практики, в которой бы я мог найти такое для себя как бы упоение, как ты можешь найти вот как бы в исламе. И я подумала, как здорово вообще, что действительно у тебя есть такой якорь, который тебя как бы ведет куда-то и заземляет. Вот. Вопрос был икенчи мин ел то там. Вот так вот. Ауыр итеп китеп барамы, узып барамы Рамазана. Я легко, приятно, может, какие-то инсайты вас посещают во время священного месяца, или вот приятнее складываются обстоятельства, чувствуется больше связь Аллах Та'аля белән. Есть такое? Аллах Та'аля белән чувствуется невероятная какая-то вообще связь, вот, но я вот понимаю, что я еще на каком-то очень начальном этапе для того, чтобы познать вообще всю суть, потому что вообще легче всего это не есть. Ну, то есть вот как бы вот это вот сам факт того, что ты не ешь, это самое легкое, что ты можешь делать. Самое сложное это при этом быть терпимыми, воспринимать людей вокруг тебя как тоже творение Аллаха, и даже если они кажутся тебе, не знаю, выводящими тебя из твоего душевного равновесия, ну, почему-то тебе этот человек встретился на твоем пути, или почему-то он так себя ведет. И вот в эти моменты я буксую, у меня чуть-чуть начинается какое-то вот это, знаете, раздражение, честно говоря. Ничего не могу с собой поделать. И вот Худайдан прошу, говорю, Худай, вот бирминга вот, ну, терпимости больше, какого-то смирения. И я пока что вот с этим не смогла справиться. Ну, то есть я вот так отслеживаю какую-то свою там эту, как мне хочется иногда там сказать все, что я думаю о людях, которые там, не знаю, даже как-то приходят иногда в какие-то религиозные организации и ведут себя, ну, не так, как в моем представлении стоит себя вести. И я такая, так, все спокойненько, все помним, почему мы это делаем. Вот, стараюсь. Легче всего вот правда не есть. Из всего этого вообще. Казалось бы. Да, казалось бы. Это верхушка айсберга, получается, только. Абсолютно, вообще. Вот мне кажется, что... Вот я сейчас начала много очень изучать эту информацию, мне нравится эта идея, что некоторые люди думают, что это просто какое-то голодание. Это вообще не так. То есть это действительно вот правда верхушка айсберга. Вот. И надо к этому прийти. И самое сложное — это прийти душой к этому, конечно, внутри себя. Вот. Пока на пути. Бик шәп сез менә тырышасыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бөтенебезгә сабырлык бирсен, тазалык бирсен, хәл бирсен. Шуңа күрә бергә булып, Аллаһ Тәгалә язган юлдан барып барсабыз, изге эшләр эшләп, безне, мин уйлыйм, бәхет кенә көтәр. Я бы хотела, чтобы каждый человек вот использовал эту возможность. Мы не знаем, что нас ждет дальше, и мы не знаем, это как один из многих рамаданов в нашей жизни, или он какой-то там, ну, какой он по счету, да? Мне кажется, что к каждому рамадану нужно так самоотверженно относиться, как будто это твой последний рамадан. Потому что кажется, да, у меня там еще времени куча, чтобы вот это узнать, это, то все 5-10, как-то там прийти к чему-то. Я считаю, что надо как-то себя настраивать на то, что это такая невероятная возможность, которую ты можешь упустить тем, что ты просто это как воспринимаешь, что это как голодание. Или есть люди, которых вообще бесит, что, да, там, вот, люди там не едят, так неудобно, в семье там сразу какие-то бытовые неудобства. Вот я бы хотела, чтобы каждый человек вот пришел к своим путем, вот к истине максимально близко, чтобы он приблизился к Аллаху так близко, как он может вот на данном этапе своей жизни. Здорово, что вы идете по пути Аллаха.
Пускай он воздаст нам за все хорошее и плохое, и Да. в конце концов мы придем к истинному, правильному пониманию Да. мира, как вот завещал Аллах Та'аля. Спасибо большое штабу татар за то, что нас приняли здесь. Ну, такое уютное место, но вообще, мне кажется, штаб татар, он вообще, в принципе, про какую-то энергию. Вот сюда вот приходишь, и тебе просто хорошо. Я вот в том году так попала случайно, вот, и у меня нету ни друзей, вот я в том году, вот, я вообще там в Москве, среди мусульман, как бы у меня нет социализации. Я пришла, мне было так хорошо здесь, что это была моя мотивация и вдохновение продолжать этот путь. Спасибо большое, штаб татар. Вот буквально судьбоносное какое-то значение это место имеет для, я думаю, не только для меня, для очень многих молодых людей. Вот. Полностью с вами согласна. Татар штабына килгәч чынлап та менә ян тынычланып китә. Күңелгә шул тиклем рәхәт, шул тиклем йылы монда. Ансы барайы. Сезнең исемегез ничек була? Сабина. Сабина. Сез менә бүген без җыелыштык ифтарга татар штабында һәм сез бу ифтарның оештыручыларның берсе. Һәм шуңа күрә без сезгә бик тә рәхмәтлебез. Рәхмәтләр яусын сезгә. Бигрәк изге эш эшләдегез. Һәм ничек менә сезнең башыгызга килде ул уй? Я второй год уже как являюсь спонсором, просто в том году я лично не приходила. Меня также звали на ифтары. Я так и узнала, что, оказывается, можно делать совместные ифтары, и это очень круто. И это очень сильно сплочает, и внутренне ощущаешь какую-то силу. Хочется там не просто, ну, говорят же, ифтар, да, накорми, там, постящийся. Нет, не только. А вот это общение совместное, со всеми встретиться, поговорить, почувствовать, что не один такой, что нас много. Потому что понятно, что ты делаешь постом для себя, там, но вот в Рамадан как будто вот эти встречи, они настолько теплые становятся, настолько вот хочется вот это тянуться к общению и понимать, что ты делаешь все правильно. Внутреннее такое ощущение теплоты, гармонии, спокойствия после таких мероприятий. И поэтому в этом году я даже без раздумий очень хотела стать также вот организатором ифтара и готова еще, потому что здесь смысл про вот это именно единение и про то, что послушать, как мулла там говорит, какие-то лекции, да, не просто там, не просто молитва, а про то, что важно, да, в нашей религии, о том, что не страшно и не нужно бояться, и как иногда кто-то говорит, что тебе все нельзя, это неправда. И классно, когда ты это разбираешь по полочкам в твоей голове, и ты еще больше тянешься к этому. А подскажите вообще, как сегодня прошло мероприятие? Что, может, какие-то инсайты вы поймали новые, мысли к вам пришли? Или общее впечатление? Вот теплота, спокойствие, гармония, это да. А что-то, может быть, познакомились с кем-то, с интересными людьми? Я позвала сегодня на ифтар еще своих близких людей, которых давно тоже не видела. Там, родителей я вижу часто, а, допустим, там братьев, сестер, там двоюродных не так часто. Вот их тоже позвала сегодня. И, наверное, хотелось душевно как-то пообщаться, их вот увидеть и пообщаться с другими. Наверное, да, про общение, потому что весь Рамадан, как будто уже прошло большое количество времени. Я практически все дни, так получилось, там работа, все, ифтарила дома. Там чаще всего одна, родители приезжали, что-то привозили, или я к родителям ездила, но чаще всего это было не в таком масштабе. Вот мне, наверное, хотелось в таком масштабе, чтобы поговорить, пообщаться, и, как я сказала, почувствовать вот это внутреннее состояние, что я не одна такая, что вот нас много. А пост держите? Конечно. Первый год или Нет. Уже много? 7-й. Ого, и как вам в этом году? Легко дается? Тяжеловато? Очень легко. Нет, 7 лет неполных, конечно. Начинала там по 3 дня, там 3-3-3, потом как-то по-разному. Там полноценно, наверное, не все года, честно признаюсь. Вот в этом году очень легко, и мне кажется, надо дальше держать. И с каждым годом еще легче и легче будет, потому что зимой ты не успел проснуться, там посухурил 4 утра, уже вечером 6, условно говоря, сначала уже все, ифтар. Поэтому легко. Здесь не про еду, здесь больше нелегко, а всегда, неважно, каждый год. Это про мысли, про то, чтобы держать все это в голове. А так все остальное, это, еда, вода, это так второстепенно для меня лично. Поэтому
Я считаю, не призываю, но считаю, что каждый должен попробовать это состояние, ощущение после того, как и во время того, как ты делаешь этот пост, и после того, как себя ощущаешь. Ты начинаешь контролировать свой язык, свои мысли, ты пытаешься сделать больше добрых дел в этот месяц, ты внутренне начинаешь, правда, быть спокойным, ты хочешь разозлиться, но ты не можешь, ты понимаешь, что ты можешь это контролировать, и что еда — это тоже не что-то такое важное в твоей жизни, на самом деле, это какой-то источник просто твоей энергии. И вода, да, вода важна, но ты можешь контролировать и не пить ее. Поэтому вот, наверное, пост про какие-то вот эти не то что ограничения, а про то, как ты можешь себя вести в такие вот в такой обстановке, да, как ты можешь свою голову вот контролировать, свои эмоции, и как ты можешь делать больше добрых дел. И правда, их становится, времени становится больше, и ты можешь не просто там сидеть, ходить, работать, что-то делать, а еще что-то дополнительное принести какую-то пользу людям или в целом, как ты ощущаешь, что у каждого польза своя. В общем, развитие духовности, Да. силы воли, Да. силы духа. Да. Рамазан айы мүбәрәк булсын. Зур рәхмәт сезгә шундый матур сүзләр өчен, шундый матур ифтар өчен. Рәхмәтлебез сезгә. Sizге.